Послание, которым я собираюсь поделиться с вами, теперь имеет силу изменить вашу жизнь. Это простые, но преобразующие истины, которые могут принести вам настоящее и продолжительное процветание. Поэтому я призываю вас слушать непредвзято и с восприимчивым сердцем. Это ваша возможность начать путь к целостности. Следующие несколько минут могут стать поворотным моментом в вашей карьере. Внимательность – это именно то, что вам нужно знать. Бог говорит: будьте осторожны, менее чем через день на пути произойдет удивительный поворотный момент. Будьте готовы к новостям, которые наполнят ваш дух удовлетворением, которого вы никогда раньше не видели, настоящей трансформацией удовлетворения и радости. Это только начало, потому что в течение всего года Бог сохранит вам богатство, процветание, здоровье и дальнейшую победу. Празднуйте Его с энтузиазмом. Бог с нами. Сила свыше направлена на то, чтобы побудить вас преодолевать препятствия и получать чудеса, которые обязательно сделают это возможным. В ближайшие несколько часов ваша жизнь начнет течь подарками. Представьте себя в ближайшем будущем с ощутимыми достижениями, такими как новая машина и дом вашей мечты, а также с финансовой стабильностью. Чтобы это произошло, оставайтесь с нами до конца этого сообщения. С благодарностью напишите: «Благословения текут ко мне». Помимо материального, есть желание обогатить свой духовный и финансовый путь. Укрепление здоровья, улучшение финансов и оживление отношений. Могучим именем Иисуса я заявляю, что вы подключены к вечному источнику духовного питания и никогда не будете испытывать недостатка. Настойчиво провозглашайте: «Бог заботится обо мне». Представьте себе, что вы черпаете живую воду из источника, который утоляет вашу внутреннюю жажду и исполняет все ваши надежды. Это обещание богатой и радостной жизни, поэтому просыпайтесь и повторяйте мощные аффирмации. Ваше здоровье процветает, ваше богатство увеличивается, у вас есть больше, чем вам нужно, не только для себя, но и для того, чтобы поделиться ими и помочь другим. Подождите. Чудеса и благословения на путях, решительно заявляет Он, лучшее еще впереди. В любви безмерного Бога мы вечно благодарны за милость и новые начинания, которые Он предлагает нам каждый день. Его любовь постоянна и непоколебима, и мы благодарны Ему за многочисленные ежедневные благословения. Мы просим вас сопровождать нас со своим проводником, защищать наши пути и удовлетворять различные потребности как нас, так и наших семей. Он с надеждой комментирует: «Бог направляет мой путь». Остановитесь и подумайте, если эти слова резонируют с вами, станьте каналом, по которому они смогут достичь большего числа людей. Поделитесь этим видео с кем-то особенным и осмельтесь. Почувствуйте гостеприимство религиозного сообщества, подписавшись на наш канал. Мы плод Его божественного творения, и через послание Его Сына Иисуса мы находим путь к спасению. В Его жертве мы находим прощение. Мы молимся о постоянном потоке божественных благословений, мудрости и защиты в наши дни и о том, чтобы мы никогда не забывали Его вечное присутствие. Спасибо вам от всего сердца. Моя жизнь в руках Божьих. Наконец, поблагодарите Господа за каждую деталь вашего существования и не умалчивайте для себя хорошие новости. Поделитесь этим сообщением со всеми людьми перед вами. Знайте ясно, что я всемогущий Бог.
Я тот, кто дает богатство, восстанавливает здоровье и благословляет изобилие. И если вы возложите всю свою веру на меня, вы откажетесь от бедности и начнете пожинать земное и небесное процветание. Радуйся, дары любви, здоровья и благополучия грядущие. Примите этот источник благодати чистым сердцем и восприимчивым умом, и ваше финансовое положение изменится, и нужды уйдут в прошлое. Напишите с верой: «Я принимаю осторожность, Отец». Приготовьтесь, ведь вам предстоит вступить в необыкновенный сезон, полный чудес, прогресса и побед. Я открыл для тебя дверь, которую никто не в силах закрыть. Оно уступит место радости, а дефицит станет изобилием. Как Даниил доверял среди львов, доверьтесь мне среди ваших испытаний. Твердо заявите: «Я верю в Бога». Я с нетерпением жду впечатляющей недели, полной чудес. Я это оценил. Поверьте мне, перемены будут ощутимыми, и вы поймете, что в ваше существование войдет огромная волна благословений. Если вы чувствуете себя утомленным или разбитым, приходите ко мне. Я вечный источник пищи, которая утолит ваш духовный голод. Поверь в меня, и ты обретешь покой. Нотка надежды. Бог слышит наши молитвы. Теперь давайте помолимся вместе. Мы просим Бога излить свою благодать на ваш день. Пусть Он ответит на ваши молитвы, откроет новые пути, восстановит ваше здоровье и удовлетворит все ваши потребности. У ваших противников не будет шансов, и тьма уступит место свету надежды. Неважно, как вы себя чувствуете, счастливым или грустным, воодушевленным или подавленным, знайте, что я одержу верх над любым испытанием. Убежденно заявите: «Я благословлен всемогущим Богом». Теперь я приглашаю вас помолиться. Дорогой Бог, дай мне крепкого здоровья, светлого профессионального будущего, финансовой стабильности, укрепи мои семейные и дружеские связи. Следуй за мной, утешай меня и наполняй меня своей безусловной любовью. Имейте веру, приветствуйте спокойствие и мир. Он пишет с убеждением: «Любовь к Богу укрепляет меня». В современном мире многие люди говорят о чудесах, но не могут их показать. Другие утверждают, что получили откровение, но их действия не приносят истинных и полезных плодов. Ни один мужчина не обладает исключительностью моего слова. Не жертвуйте своим покоем ради пустых обещаний. Если ты ищешь любви, терпения и мудрости и хочешь узнать меня получше, подойди ближе. Я готов открыть тебе свою волю. Он радостно комментирует: «Бог, моя истина и моя жизнь. Я твой милосердный пастырь, твой спаситель и твой целитель». Откройте свое сердце истине, наполнитесь радостью и год за годом берегите свое здоровье. Он пишет с благодарностью: «Я предаюсь Божьей любви, Бог мой Создатель». Во время поиска я испытываю постоянное возрождение обучения. Молодые люди увидят ваше преображение и будут поражены. Подтвердите свою веру в мои обещания, осознайте, что моя любовь к вам искренна. Я стремлюсь к вашему полному счастью, хочу принести гармонию в вашу семью и планировать будущее, полное бесчисленных благ. Провозглашайте с надеждой: «Я верю в Божью любовь». Соберите все части вместе, и вы получите сложную и вдохновляющую речь, произнесенную таким образом, чтобы привлечь внимание слушателей всех возрастов,
послание, которое резонирует с силой и надеждой, которая ведет на путь веры и доверия к Божьему провидению. И если вы чувствуете преобразующую силу этого сообщения, мы скрепляем нашу связь вашим лайком, символом благодарности, который мотивирует нас продолжать эту работу. Пожалуйста, поделитесь, чтобы это затронуло больше жизней, и не забудьте подписаться на нас, чтобы получать новые откровения. Слушайте это с убеждением: у меня есть сила достичь того, чего я желаю. Если вы сейчас внимательны, знайте, что я готов привести вас к победе над сегодняшними вызовами. Я молюсь Верховному Царю, чтобы Он наполнил мою жизнь своей милостью и даровал мне необходимые силы, чтобы никогда не сбиваться с правильного пути. Мое стремление глубоко, провозгласите его с силой, да сияет свет его. Я стремлюсь быть ярким пламенем, отражающим вашу славу, способным направить заблудших и помочь нуждающимся. Я прошу Тебя о силе оставаться смиренными и просыпаться каждый день с глубокой благодарностью. Возлюбленный Отец, моя благодарность бесконечна за все дары, которыми я наслаждаюсь. Любовь моей семьи, моего дома, моего благополучия, моей работы и всего моего существования. Напишите в комментариях: «Я благословлен безмерно». Твое слово — фундамент, в нем я найду гармонию для своей семьи, в Твоей любви я обрету силы преодолеть любые невзгоды. Аминь. Сегодня я здесь, чтобы поделиться посланием, полным надежды и позитива. В ближайшие дни ожидайте значительного увеличения банковского баланса и верьте, что декабрь станет месяцем бесконечной благодати, большего процветания и новых открытых дверей. Если вы верите во Всевышнего, завтра вас ждет чудесное событие в вашей жизни. Давайте вместе скажем: «Я открыт для получения Твоих бесконечных благословений». Бог пошлет вам исцеление, любовь и спокойствие. Вас будет отличать сияющее здоровье, неподдельное довольство и заразительное счастье. Если вы и ваша семья осознаете и получите эти благословения, вы испытаете непрерывный поток богатых благословений и безграничного процветания. Следующие 7 дней ознаменуются временем радости, любви и процветания. Бог превратит ваши печали в радость, ответит на ваши молитвы и принесет обновление и чудесные перемены в декабре. Будьте готовы, потому что вы собираетесь погрузиться в цикл успеха. Он уверенно пишет: «Я получаю эти благословения, которые Бог запланировал для меня». Пришло время побеждать, создайте момент самоанализа и страха, преклоните колени в молитве, и вы обретите триумф и счастье. Вашим близким путь к вашему завоеванию начинается прямо сейчас. В моих руках ключи к жизненной силе и благополучию. Верьте всем своим сердцем, что ваши молитвы послужат воротами для открытия двери. Провозглашайте с верой: «Мои молитвы имеют силу». Подобно могучим рекам чудес, ваши ответы прибудут, превзойдя ваши самые оптимистичные прогнозы. Каждая ваша молитва найдет отклик на небесах и получит более славный ответ, чем вы можете себе представить. Еще до сотворения мира я избрал тебя получателем и хранителем даров, которые я дал тебе. Он радостно комментирует: «Я избран Богом». История, сочетающая в себе истины, предлагает путь просвещенной веры и глубокой связи с Божественным, в тоне, достигающем сердца и оживляющем дух, передает послание абсолютного доверия к безграничной щедрости Бога в повседневных чудесах и в обещаниях. Светлое будущее.
Энергия, протекающая через это видео, уже тронула вас. Давайте вместе сделаем это лучше. Ставьте лайк и делитесь, распространяйте свет, куда бы вы ни пошли. Следуйте за нами в этом путешествии, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы не пропустить благословенные моменты. Приготовьтесь стать лидером, который выдержит испытание временем, бойцом-триумфатором, который выдержит все трудности. Вы столкнетесь со львами, преодолеете опасные препятствия и добьетесь успеха на каждом этапе. Это отражение представляет именно того человека, о котором я говорю. Хотя сейчас вам это может показаться далеким, поверьте в этот образ, провозгласите с уверенностью: «Я отражаюсь в Боге». В необычайном царстве, в котором мы живем, вера является важнейшим звеном победы. Если сегодня вы не чувствуете себя успешным, превратите это чувство в постоянное состояние радости, действия и спокойствия. Вы никогда не почувствуете себя беспомощным. Господь уверяет вас в своем вечном обществе. Он примет участие в битвах за вас и успокоит назревающие бури. Ваше существование будет живым свидетельством Его радости и мира. Он твердо заявляет: «Бог – мой вечный щит». В этот момент Бог превращает ваши потребности в силу, вашу неуверенность в стабильность, а ваши проблемы в благословенные возможности. Ваша нынешняя печаль не сравнится со счастьем, которому суждено расцвести. Я гарантирую вам, что никакой мусор в этом году вас не завалит. Бог услышит ваши молитвы и поддержит вас в преодолении трудностей, встающих на вашем пути. Комментируйте с надеждой: «Я благословлен». Глаз. Помимо трудностей, мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена дружбой, радостью и благополучием, а наши отношения крепли с каждым днем. Прежде чем этот месяц закончится, Бог обещает удивительный дар – полное исцеление, которое приведет к полному выздоровлению от любой болезни или финансовых обязательств, которые могут вас отягощать. Он будет использовать ваши проблемы как рычаги, чтобы поднять вас и превратить каждое препятствие в благословение. Напишите с благодарностью: «Божественное исцеление – мой дар». Отнесись серьезно к этим словам, дорогой сын. Бог принесет тебе здоровье и выздоровление, восстановит твои силы и смягчит твою душу. С этого дня продолжайте жить так, как должно, будучи стойкими в Слове Господа, верными Его любви и мужественными. Воспитывайте любовь к своей семье и постоянно питайте веру в светлое будущее, которое специально для вас готовит Бог, уверяющий вас в своем постоянном присутствии рядом с вами, неизменном и нерушимом. Будьте счастливы провозгласить: «Господь – мой постоянный спутник». Закройте глаза и глубоко вдохните посланное вам божественное дыхание. Если вы чувствуете желание уйти, не забудьте взять с собой покой и оставить свои заботы здесь. Даже в моменты, когда вы сомневаетесь в своей ценности, Бог останется рядом с вами, любя. Ваше решение является окончательным. Он никогда не оставит тебя, даже если вы иногда устанете от Него. Он будет продолжать поддерживать вас, любить вас и заботиться о вас, полной решимости расти с каждым днем. Напишите с верой: «Бог любит меня безоговорочно». Какие бы обстоятельства ни преподнесла вам жизнь, Бог сдерживает свое вечное обещание никогда не покидать вас. Он отвергает любую неопределенность, которая может быть брошена на вас, и уверяет вас: никто не может постичь мир и счастье, которые были предназначены вам.
Покойся с Богом и верь, что Он превратит каждую проблему в новое благословение. Он будет рядом с вами, чтобы помочь и поддержать вас. Улыбнитесь еще раз и не позволяйте страху поселиться в вашем сердце. У него есть правильные слова, которые дадут вам энергию для преодоления и достижения успеха в любой ситуации, которая встретится вам на каждом этапе вашего пути. Оптимистично он пишет: «С этой минуты мое сердце полно надежды и сил». Пусть эти слова станут подтверждением получения благ и привлечения финансового изобилия. Поддерживая близкие отношения с Иисусом, вы обнаруживаете самую драгоценную связь. Когда вас охватывает боль и разбитость, знайте, что Он здесь, готовый принять вас и исцелить ваши раны. Доверьтесь восстановительной силе божественности, которая исцелит то, что сломано, и приведет к возрождению. Знай в своем сердце, что только я, твой Бог, обладаю силой достичь невообразимого. Вы станете свидетелем захватывающего поворота, метаморфозы жизни в моих небесных руках. Понятно, моя дорогая, что все милости, которых ты жаждешь, будь то богатство, любовь, здоровье, крыша над головой или успех в карьере, уже доступны тебе. Возьмите их твердо, потому что они по праву ваши. С надеждой напишите: «Я требую своих благословений». Послание, которым я собираюсь поделиться с вами, теперь имеет силу изменить вашу жизнь. Это простые, но преобразующие истины, которые могут принести вам настоящее и продолжительное процветание. Поэтому я призываю вас слушать непредвзято и с восприимчивым сердцем. Это ваша возможность начать путь к целостности. Следующие несколько минут могут стать поворотным моментом в вашей карьере. Теперь обратите внимание, это именно то, что вам нужно знать. Менее чем через день на дороге происходит удивительный поворотный момент. Приготовьтесь к новостям, которые наполнят ваш дух невиданным ранее содержанием, настоящей трансформацией, удовлетворения и радости. Это только начало. Потому что Бог пощадил вас богатством процветания, здоровья и дальнейшего триумфа в течение всего года. Празднуйте его с энтузиазмом. Бог с нами. Сила свыше направлена на то, чтобы побудить вас преодолеть препятствия и получить чудеса, которые прорастут в ближайшие часы. Ваша жизнь начнет течь подарками. Представьте себя в ближайшем будущем с ощутимыми достижениями, такими как новая машина и дом вашей мечты, а также с финансовой стабильностью. Чтобы это произошло, оставайтесь с нами до конца этого сообщения. С благодарностью напишите: «Благословения текут ко мне». Помимо материального, есть желание обогатить свой духовный и финансовый путь, укрепить здоровье, улучшить финансовое положение и оживить отношения. Призывая могущественное имя Иисуса, я заявляю, что вы подключены к вечно зеленому источнику духовной поддержки и что вы никогда не будете испытывать недостатка. Настойчиво провозглашайте: «Бог заботится обо мне». Представьте, что вы получаете живую воду из этого источника, утоляющую вашу внутреннюю жажду и удовлетворяющую все ваши надежды. Обещание – жизнь с избытком и радостью, так что встаньте. Благодаря этим мощным аффирмациям ваше здоровье укрепится, ваше благосостояние увеличится, и у вас будет больше того, что вам нужно, не только для себя, но и для того, чтобы поделиться ими и помочь другим. Ожидайте чудес и благословений в пути. Решительно скажите: «Лучшее еще впереди».
В любви безмерного Бога мы вечно благодарны за милость и то новое, что Он предлагает нам каждый день. Его любовь постоянна и непоколебима, и мы благодарны Ему за многочисленные ежедневные благословения. Мы просим вас сопровождать нас со своим проводником, защищать наши пути и удовлетворять различные потребности как нас, так и наших семей. Он с надеждой комментирует: «Бог направляет мой путь». Остановись и подумай, если эти слова резонируют с вами, станьте каналом, по которому они смогут охватить больше людей. Поделитесь этим видео с кем-то особенным и вселите надежду. Почувствуйте себя желанным членом религиозного сообщества, подписавшись на наш канал. Мы плод Его божественного творения, и, послав Его Сына Иисуса, мы находим путь спасения. В Его жертве мы обретаем прощение. Мы молимся о постоянном потоке божественных благословений, мудрости и защиты в наши дни и о том, чтобы мы никогда не забывали Его вечное присутствие. Спасибо от души, моя жизнь в руках Божьих. Наконец, благодарите Бога за каждую деталь вашего существования и не держите в себе хорошие новости. Поделитесь этим сообщением со всеми людьми, которые вам дороги. Знайте ясно, что я могучий Бог. Я тот, кто дает богатство, восстанавливает здоровье и благословляет изобилие. Если вы возложите всю свою веру на меня, вы откажетесь от бедности и начнете пожинать земное и небесное процветание. Ожидать придут дары любви, здоровья и процветания. Примите источник благодати с чистым сердцем и восприимчивым разумом. Ваша ситуация изменится, и недостаток останется в прошлом. Напишите с верой: «Я принимаю осторожность». Готовься, потому что ты скоро будешь. Вступите в необыкновенную эпоху, полную чудес, прогресса и побед. Я открыл для тебя дверь, которую никто не в силах закрыть. Печаль уступит место радости, а недостаток станет изобилием. Как Даниил доверял среди львов, доверьтесь мне среди ваших испытаний. Твердо заявите: «Я верю в Бога». Я с нетерпением жду впечатляющей недели, полной чудес. Я ценю перемены, они будут ощутимы. Поверьте мне, и вы поймете, что в ваше существование обрушится неистовая волна благословений. Когда почувствуешь себя утомленным или подавленным, приходи ко мне, я вечный источник пищи, которая утолит ваш духовный голод. Поверь в меня, и ты обретешь покой. Нотка надежды. Бог слышит наши молитвы. Теперь мы молимся вместе. Мы просим Бога излить свою благодать на ваш день. Пусть Он ответит на ваши молитвы, откроет новые пути, восстановит ваше здоровье и удовлетворит все ваши потребности. У противников не будет шансов, и тьма уступит место свету надежды. Неважно, как вы себя чувствуете, счастливым или грустным, воодушевленным или подавленным, знайте, что я одержу верх над любым испытанием. Заявите с убежденностью: «Я есть». Благословенный всемогущим Богом, я приглашаю вас помолиться. Дорогой Бог, даруй мне крепкое здоровье, блестящее профессиональное будущее, финансовую стабильность, укрепи мои семейные и дружеские связи, направь меня, утеши и наполни своей безусловной любовью. Имейте веру, приветствуйте спокойствие и мир. Он пишет с убеждением: «Любовь к Богу укрепляет меня». В современном мире многие люди говорят о чудесах, но не могут их доказать. Другие утверждают, что получили откровение, но их действия не приносят истинных и полезных плодов.
Ни у кого нет исключительности моего слова. Не жертвуйте своим покоем ради пустых обещаний. Если ты ищешь любви, терпения и мудрости и хочешь узнать меня получше, подойди ближе, и я готов открыть тебе свою волю. С радостью прокомментируйте: Бог – мой проводник, моя истина и моя жизнь. Я ваш милосердный пастырь, ваш спаситель, ваш избавитель и ваш целитель. Откройте свое сердце истине и наполнитесь радостью, заботьтесь о своем здоровье и благополучии. Он пишет с благодарностью: «Я предаюсь Божьей любви, Бог – мой Создатель». Пока я ищу этого, я живу в постоянном возрождении обучения. Молодые люди увидят ваше преображение и будут поражены. Подтвердите свою веру в мои обещания, осознайте, что моя любовь к вам искренна. Я стремлюсь к вашему полному счастью, хочу принести гармонию в вашу семью и планировать будущее, полное бесчисленных благ. Провозглашайте с надеждой: «Я верю в Божью любовь». Соберите все части вместе, и вы получите связную и вдохновляющую речь, произнесенную таким образом, что она заинтересует слушателей всех возрастов, послание, которое резонирует с силой и надеждой, которая ведет к путешествию веры и доверия к божественному провидению. И если вы чувствуете преобразующую силу этого послания, мы скрепляем нашу связь вашим изображением, символом благодарности, который мотивирует нас продолжать эту работу. Пожалуйста, поделитесь, чтобы это затронуло больше жизней, и не забудьте подписаться на нас, чтобы получать новые откровения. Слушайте это с убежденностью. У меня есть сила делать то, что я хочу. Если вы обратите внимание сейчас, знайте, что я готов привести вас к победе над сегодняшними проблемами. Я прошу Верховного Царя наполнить мою жизнь своей милостью и дать мне значительную силу, чтобы никогда не сбиваться с правильного пути. Моя тоска глубока. Решительно провозглашайте: да сияет свет его. Я стремлюсь быть ярким пламенем, отражающим вашу славу, способным направить заблудших и помочь нуждающимся. Дорогой Отец, я прошу Тебя дать мне силы оставаться скромными и просыпаться каждый день с глубокой благодарностью. Моя благодарность бесконечна за все дары, которыми я наслаждаюсь, любовь моей семьи, моего дома, моего благополучия, моей работы и моей жизни. Все существование. Он с благодарностью комментирует: «Я безмерно благословлен». Ваше слово, в ней я найду гармонию для своей семьи, в Твоей любви обрету силы преодолеть все невзгоды. Аминь. Сегодня я здесь, чтобы поделиться посланием, полным надежды и позитива. В ближайшие дни ожидайте значительного увеличения банковского баланса и верьте, что декабрь станет месяцем бесконечной благодати, большего процветания и новых открытых дверей. Если вы верите во Всевышнего, завтра вас ждет чудесное событие в вашей жизни. Давайте вместе скажем: «Я открыт для получения Твоих бесконечных благословений». Бог пошлет вам исцеление, любовь и мир, вас будет отличать сияющее здоровье, неподдельное удовлетворение и заразительное счастье. Признавайте и получайте благословения вместе со своей семьей. Вы испытаете непрерывный поток богатых благословений и безграничного процветания. Следующие 7 дней ознаменуются временем радости, любви и процветания. Бог превратит ваши печали в радость и ответит на ваши молитвы обновлением и чудесными событиями в декабре. Будьте готовы, потому что вы собираетесь погрузиться в цикл успеха. Он уверенно пишет: «Я получаю эти благословения,
которые Бог запланировал для меня. Сейчас настало время побеждать, и если вы создадите момент самоанализа и благоговения и преклоните колени в молитве, вы достигнете триумфа и принесете счастье своим близким. Дорога к вашему завоеванию начинается прямо сейчас. Ключи к жизненной силе и благополучию в моих руках. Верьте всем своим сердцем, что ваши молитвы будут мимолетными, дверь откроется. Провозглашайте с верой: мои молитвы имеют силу. Подобно могучим рекам чудес, ваши ответы превзойдут ваши самые оптимистичные прогнозы. Каждая ваша молитва найдет отклик на небесах и получит более славный ответ, чем вы можете себе представить. Еще до сотворения мира я избрал тебя получателем и хранителем даров, которые я дал тебе. Он радостно комментирует: «Я избран Богом». История, которая сочетает в себе истины, предлагает путь просвещенной веры и глубокой связи с Божественным в тоне, который достигает сердца и оживляет дух, передавая послание абсолютного доверия к бесконечной щедрости Бога в повседневных чудесах и в обещаниях светлого будущего. Вас тронула энергия, протекающая через это видео. Давайте увеличим его вместе. Ставьте лайки и делитесь, распространяйте свет, куда бы вы ни пошли, и следуйте за нами в этом путешествии, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы не пропустить благословенные моменты. Приготовьтесь стать лидером, который выдержит испытание временем, воином, увенчанным триумфом, который выдержит все трудности. Вы победите львов, преодолеете опасные препятствия и добьетесь успеха на каждом этапе. Это отражение в зеркале представляет именно того человека, о котором я говорю. Хотя сейчас это может показаться далеким, поверьте этой картине. Уверенно провозглашайте: «Я размышляю в Боге». В необычайном царстве, в котором мы живем, вера является важнейшим звеном победы. Если сегодня вы чувствуете себя неудачником, превратите это чувство в постоянное состояние радости, удовлетворения и безмятежности. Вы никогда не почувствуете себя беспомощным. Господь заверяет вас в своем вечном обществе. Он будет свистеть в ваших битвах и успокаивать возникающие бури. Ваше существование будет живым свидетельством Его радости и мира. Он твердо заявляет: «Бог – мой вечный щит». В этот момент Бог превращает ваши потребности в силу, вашу неуверенность в стабильность, а ваши проблемы в благословенные возможности. Ваша нынешняя печаль не сравнится со счастьем, которому суждено расцвести. Я гарантирую вам, что никакой мусор в этом году вас не завалит. Бог услышит ваши молитвы и поддержит вас. Чтобы преодолеть трудности, которые встречаются на вашем пути, с надеждой напишите в комментариях: «Я благословлен». Помимо трудностей, мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена дружбой, радостью и благополучием, а наши отношения крепли с каждым днем. Прежде чем этот месяц закончится, Бог обещает удивительный дар, в котором полное исцеление приведет к полному выздоровлению от любой болезни или финансовых обязательств, которые могут вас отягощать. Он будет использовать ваши проблемы как рычаги, чтобы поднять вас и превратить каждое препятствие в благословение. Напишите с благодарностью: «Божественное исцеление – мой дар». Примите эти слова близко к сердцу, дорогое дитя. Бог принесет вам здоровье и выздоровление, вернет вам силы и смягчит вашу душу. С этого дня продолжайте жить так, как должно, будучи стойкими в слове Господа, верными Его любви и мужественными.
Воспитывайте любовь к своей семье и постоянно питайте уверенность в светлом будущем, которое специально для вас приготовил Бог. Обеспечьте Его постоянное присутствие рядом с вами, неизменное и нерушимое. Будьте счастливы провозгласить: «Господь – мой постоянный спутник». Закройте глаза и глубоко вдохните посланное вам божественное дыхание. Если вы чувствуете желание уйти, не забудьте взять с собой покой и оставить свои заботы здесь. Даже в моменты, когда вы сомневаетесь в своей ценности, Бог останется рядом с вами, любя, и Его решение неизменно. Он никогда вас не оставит. Даже если вы иногда устаете от Него, Он будет продолжать поддерживать вас, любить вас и заботиться о вас, полной решимости расти с каждым днем. Напишите с верой: «Бог любит меня безоговорочно». Какие бы обстоятельства жизнь не преподнесла вам, Бог сдержит свое вечное обещание никогда не покидать вас. Оно отвергает всю вашу неуверенность и уверяет: никто не сможет узурпировать мир и счастье, которые были вам предназначены. Покойся с Богом и верь, что Он превратит каждую проблему в новое благословение. Он будет помощью и поддержкой рядом с вами. Снова улыбнитесь и не позволяйте страху поселиться в вашем сердце. У Него есть правильные слова, которые дадут вам энергию для преодоления и достижения успеха в любой ситуации, которая встретится вам на каждом этапе вашего пути. Оптимистично он пишет: «Мое сердце полно надежды и силы». Пусть с этого момента эти слова будут подтверждением получения благ и привлечения финансового изобилия. Поддерживая близкие отношения с Иисусом, вы обнаруживаете самую драгоценную связь. Когда вас охватывает боль и разбитость, знайте, что Он здесь, готовый принять вас и исцелить ваши раны. Доверьтесь восстановительной силе божественности, которая исцелит то, что сломано, и приведет к возрождению. Знай в своем сердце, что только Я, твой Бог, обладаю силой достичь невообразимого. Вы станете свидетелем захватывающего поворота, метаморфозы, созданной моими небесными руками. Понятно, моя дорогая, что все милости, которых ты жаждешь, будь то богатство, любовь, здоровье, крыша над головой или успех в карьере, уже доступны тебе. Возьмите их твердо, потому что они по праву ваши. С надеждой напишите: «Я требую своих благословений». Дирус сообщает вам послание, которым я собираюсь с вами поделиться. Теперь у него есть сила изменить вашу жизнь. Это простые, но преобразующие истины, которые могут принести вам настоящее и продолжительное процветание. Поэтому я призываю вас слушать непредвзято и с восприимчивым сердцем. Это ваша возможность начать путь к целостности. Следующие несколько минут могут стать поворотным моментом в вашей карьере. Теперь обратите внимание, это именно то, что вам нужно знать. Бог говорит: слушай внимательно, менее чем через день на пути произойдет удивительный поворот. Приготовьтесь к новостям, которые наполнят ваш дух невиданным ранее содержанием, настоящей трансформацией, удовлетворения и радости. Это только начало, поскольку Бог приготовил для вас богатство процветания, здоровья и триумфа на протяжении всего года. Празднуйте с энтузиазмом, с нами Бог, сила свыше направлена на то, чтобы побудить вас преодолеть препятствия и получить чудеса, которые произойдут с вами в ближайшие несколько часов. Ваша жизнь начнет течь подарками. Представьте себя в ближайшем будущем с ощутимыми достижениями, такими как новая машина и дом вашей мечты,
а также с финансовой стабильностью. Чтобы это произошло, оставайтесь с нами до конца этого сообщения. С благодарностью напишите «Благословения текут ко мне». Помимо материального, есть желание обогатить свой духовный и финансовый путь, укрепить здоровье, улучшить финансовое положение и оживить отношения. Могучим именем Иисуса я заявляю, что вы подключены к вечному источнику духовного питания и никогда не будете испытывать недостатка. Настойчиво провозглашайте: «Бог заботится обо мне». Представьте, что вы получаете живую воду из этого источника, утоляющую вашу внутреннюю жажду и удовлетворяющую все ваши надежды. Обещание – это богатая и радостная жизнь, поэтому встаньте и повторите эти мощные утверждения. Ваше здоровье процветает, ваше богатство увеличивается, у вас есть больше, чем вам нужно, не только для себя, но и для того, чтобы поделиться ими и помочь другим. Ожидайте чудес и благословений, которые вас ждут, твердо заявите об этом. Лучшее еще впереди, в любви нога, выключенной. Мы вечно благодарны за милость и новые начинания, которые предлагает нам каждый день. Его любовь постоянна и непоколебима, и мы благодарны Ему за многочисленные ежедневные благословения. Пожалуйста, сопровождайте нас со своим гидом. Защитите наши дороги и удовлетворите разнообразные потребности нас и наших семей. Он с надеждой комментирует: «Бог направляет мой путь». Остановитесь и подумайте, находят ли эти слова отклик у вас. Станьте каналом, чтобы они могли охватить больше людей. Поделитесь этим видео с кем-то особенным и поделитесь надеждой. Почувствуйте себя приветствуемым религиозным сообществом, подписавшись на наш канал. Мы плод Его божественного творения, и через послание Его Сына Иисуса мы находим путь к спасению. В Его жертве мы находим прощение. Мы молимся о постоянном потоке божественных благословений, мудрости и защиты в наши дни и о том, чтобы мы никогда не забывали Его вечное присутствие. Спасибо Тебе от всего сердца, моя жизнь. Наконец, поблагодарите Господа за каждую деталь вашего существования и не умалчивайте для себя хорошие новости. Поделитесь этим сообщением со всеми людьми, которые вам дороги. Знайте ясно, что я всемогущий Бог. Я тот, кто дает богатство, восстанавливает здоровье и благословляет изобилие. Если вы возложите всю свою веру на меня, вы отвергнете нужду и начнете пожинать процветание, как земное, так небесное. Радуйся, дары любви, здоровья и благополучия грядущие. Примите этот источник благодати чистым сердцем и восприимчивым разумом. Ваше финансовое положение изменится, и нехватка уйдет в прошлое. Напишите с верой: «Я принимаю осторожность, Отец». Приготовьтесь, ведь вам предстоит вступить в необыкновенный сезон, полный чудес, прогресса и побед. Я открыл для тебя дверь, которую никто не в силах закрыть. Печаль уступит место радости, а недостаток станет изобилием. Как Даниил доверял среди львов, доверьтесь мне среди ваших испытаний. Твердо заявите: «Я верю в Бога». Я с нетерпением жду впечатляющей недели, полной чудес, которые я совершил. Изменение будет вкусным. Поверьте мне, и вы поймете, что в ваше существование обрушится неистовая волна благословений. Если вы чувствуете себя утомленным или разбитым, приходите ко мне. Я вечный источник пищи, которая утолит ваш духовный голод.
Поверь в меня, и ты обретешь покой. Нотка надежды. Бог слышит наши молитвы. Давайте теперь вместе помолимся, прося Бога излить свою благодать на ваш день. Пусть Он ответит на ваши молитвы, откроет новые пути, восстановит ваше здоровье и удовлетворит все ваши потребности. У ваших противников не будет шансов, и тьма уступит место свету. Неважно, как вы себя чувствуете, счастливым или грустным, воодушевленным или подавленным, знайте, что я одержу верх над любым испытанием. Убежденно заявите: «Я благословлен всемогущим Богом». Приглашаю тебя помолиться сейчас: «Дорогой Боже, дай мне крепкого здоровья, светлого профессионального будущего, финансовой стабильности, укрепи мои семейные и дружеские связи, направь меня, утеши и наполни своей безусловной любовью». Имейте веру, приветствуйте спокойствие и мир. Он пишет с убеждением: «Любовь к Богу укрепляет меня». В современном мире многие люди говорят о чудесах, но не могут их доказать. Другие утверждают, что получили откровение, но их действия не приносят истинных и полезных плодов. Ни один человек не имеет силы моего слова. Не жертвуйте своим покоем ради пустых обещаний. Если ты ищешь любви, терпения и мудрости и хочешь узнать меня получше, подойди ближе. Я готов открыть тебе свою волю. Он с радостью комментирует: «Бог – мой проводник, моя истина и моя жизнь. Я твой милосердный пастырь, твой спаситель и твой целитель». Откройте свое сердце истине и наполнитесь радостью, берегите свое здоровье. С благодарностью он пишет: «Предаюсь божественной любви». Бог – мой Создатель, и пока я ищу Его, я переживаю постоянное возрождение обучения. Молодые люди увидят ваше преображение и будут поражены. Подтвердите свою веру в мои обещания, осознайте, что моя любовь к вам искренна. Я стремлюсь к вашему полному счастью, хочу принести гармонию в вашу семью и планировать будущее, полное бесчисленных благ. Провозглашайте с надеждой: «Я верю в Божью любовь». Соберите все части вместе, и вы получите сложную и вдохновляющую речь, произнесенную таким образом, что она заинтересует слушателей всех возрастов, послание, которое резонирует с силой и надеждой, которая ведет на путь веры и доверия к божественному контролю. И если вы чувствуете преобразующую силу этого сообщения, мы скрепляем нашу связь вашим лайком, символом благодарности, который мотивирует нас продолжать эту работу. Пожалуйста, поделитесь, чтобы это затронуло больше жизней, и не забудьте подписаться на нас, чтобы получать новые откровения. Слушайте это с убежденностью: «У меня есть сила делать то, что я хочу». Если вы сейчас внимательны, знайте, что я готов привести вас к победе над сегодняшними вызовами. Я молюсь Верховному Царю, чтобы Он наполнил мою жизнь своей милостью и даровал мне необходимые силы, чтобы никогда не сбиваться с правильного пути. Мое стремление глубоко, провозгласите его с силой, да сияет свет его. Я стремлюсь быть ярким пламенем, отражающим вашу славу, способным направить заблудших и помочь нуждающимся. Я прошу тебя о силе оставаться скромным и просыпаться каждый день с глубокой благодарностью. Любимый Отец, моя благодарность бесконечна за все подарки, которыми я наслаждаюсь, любовь моей семьи, моего дома, моего благополучия, моей работы и моего всесуществования. Он с благодарностью комментирует: «Я безмерно благословлен».
Твое слово — фундамент, в нем я найду гармонию для своей семьи, в Твоей любви я обрету силы преодолеть любые невзгоды. Аминь. Сегодня я здесь, чтобы поделиться посланием, полным надежды и позитива. В ближайшие дни ожидайте значительного увеличения банковского баланса и верьте, что декабрь станет месяцем бесконечной благодати, большего процветания и новых открытых дверей. Если вы верите во Всевышнего, завтра в вашей жизни произойдет чудесное событие. Скажем вместе: «Я открыт для получения ваших бесконечных благословений». Бог пошлет вам исцеление, любовь и спокойствие. Вас будет отличать сияющее здоровье, неподдельное довольство и заразительное счастье. Если вы осознаете и получите эти благословения, вы и ваша семья будете испытывать непрерывный поток богатых благословений и безграничного процветания. Следующие 7 дней ознаменуются временем радости, любви и процветания. Бог превратит ваши печали в радость и ответит на ваши молитвы обновлением и чудесными событиями в декабре. Будьте готовы, потому что вы собираетесь погрузиться в цикл успеха. Он уверенно пишет: «Я получаю эти благословения, которые Бог запланировал для меня». Настало время побеждать, создавая момент самоанализа и страха. Преклонив колени в молитве, вы добьетесь торжества и принесете счастье своим близким. Путь к вашему завоеванию начинается прямо сейчас. В моих руках ключи к жизни и процветанию. Верьте всем своим сердцем, что ваши молитвы послужат воротами для открытия двери. Провозглашайте с верой: «Мои молитвы имеют силу». Подобно могучим рекам чудес, ваши ответы превзойдут ваши самые оптимистичные прогнозы. Каждая ваша молитва найдет отклик на небесах и получит более славный ответ, чем вы можете себе представить. Вы — канал, через который я хочу благословить человечество. Начните со своей семьи, создайте в них желание добиваться большего моего присутствия. Помолитесь за них в молитве, и я прикоснусь к ним своей целительной силой. Я искореню их болезни, уничтожу их нужду и устраню их бедность. Я изгоню печаль, раздор, ненависть и раздор, на его месте воцарятся прощение и гармония. Мир воцарится в вашем доме, но оставайтесь смелыми и не бойтесь. Поделись с ними моей благодатью и моей верой. Дайте им знать, что их благословения не являются результатом случайности или удачи. Помогите им осознать все благословения, которые они имеют, и не упускать из виду тот факт, что именно я благословляю и поддерживаю их. Призовите их признавать мое руководство в каждом своем шаге и поставить меня на первое место в своих сердцах. Мое желание – изменить твою судьбу, мои благословения на вас и вашей семье. Я хочу, чтобы твой дом сиял моим светом и в темноте ночи, и при свете дня. Пусть это будет убежищем для тех, кто в нем нуждается. Пусть все, кто переступит твой порог, исцелятся от своих недугов. Пусть они почувствуют мое присутствие, и пусть они станут свидетелями сверхъестественных чудес в твоем доме. У вас и тех, кого вы любите, есть великая цель, и эта цель будет достигнута. Хотя вы не можете видеть или понимать прямо сейчас, ожидания от вас могут быть высокими, но мои планы отличаются от планов людей, мои цели совершенны, и мое благословение для вас превысит то, что многие могут ожидать. Поэтому прошу тебя непрестанно молиться, искать моего слова и оставаться в соответствии с моей волей.
Услышь мой голос ранним утром. Я хочу дать вам направление и мудрость, чтобы вы не ходили во тьме. Я хочу, чтобы вы каждый день выделялись такими же важными и не шли по стопам тех, кто сдается перед трудностями и поражениями, которые предлагает им мир. Я пришел предложить вам жизнь с избытком, если вы возьмете меня за руку и поверите мне на слово. Мои благословения достигнут тебя. Ты хотел знать мою волю, и теперь она у тебя есть. Я люблю тебя и хочу благословлять тебя больше каждый день. Мир может попытаться подорвать вашу веру и окружить вас проблемами, но я победил мир, и его атаки не имеют над вами власти. Если вы поверите моему слову с верой и примете мои благословения с любовью и смирением, вам не о чем беспокоиться. Не позволяйте ничему обескуражить или обескуражить вас. Я слышу все твои молитвы, я открываю дороги посреди пустыни. С моего трона течет река силы, которая смывает все ваши беды и оставляет вашу душу чистой, спокойной и умиротворенной. Готов наполниться верой, надеждой и бодростью. Положите конец мыслям, атакующим стены вашего разума. Позволь мне войти в те уголки, где прячутся воспоминания, которые сжимают тебя и причиняют грусть и боль. Я твой Господь, твой Спаситель, я тебя простил, и тебе нет смысла терзать себя сомнениями и обвинениями. Если вы чувствуете, что это послание может благословить других, я призываю вас поделиться им. Ваш вклад важен для того, чтобы охватить больше людей, которым, как и вам, нужно услышать и получить благословение. Если вы поделитесь этим посланием, вы измените ситуацию к лучшему, и это принесет вам глубокое благословение. Слова, которые вы получаете, не являются результатом случайности. Со мной рядом с тобой не будет ни поражений, ни неудач. Мы пойдем вместе в трудные времена. Среди бед я обниму тебя любовью и укреплю твою душу словами нежности. Ваша жизнь и ваша ситуация важны для меня. Я говорил тебе много раз. Хотя ваш мир полон проблем, я преодолел их благодаря своей жертве на кресте и своему воскресению. Я хочу дать тебе силы, хочу, чтобы ты почувствовал внутри себя источники живой воды, навсегда утоляющие твою жажду. Ваша печаль будет удалена, все загрязнения будут очищены, придавая смелость и силу вашему утомленному духу. Я хочу, чтобы ты жаждал моего присутствия. Мы всегда ищем днем и ночью, в хорошие времена или в плохие, в изобилии или в недостатке. Независимо от вашей ситуации, вы не в депрессии, вам не суждено сдаться и отказаться от всех благ, которые я приготовил для вас. После бури наступает затишье, волны могут реветь и метаться, но море будет спокойным, когда ты услышишь мой голос. Как вы слышите меня сейчас, мир, который вы сейчас чувствуете, это дар любви, принимайте, не отвергайте эту любовь, думая, что вы ее не заслуживаете. Я знаю, что это ежедневная битва в духовном мире, враг хочет ослабить и сломить тебя, но ты не один, я с тобой. Мне просто нужно немного твоей веры. Естественно, что жизнь может измениться в одно мгновение. Это нормально плакать и чувствовать себя плохо. Также полезно выражать свои чувства, чтобы ваше духовное благополучие было здоровым. Но никогда не следует верить, что вы навсегда останетесь в ловушке печали, что не будет конца боли, которая заставляет тебя плакать, или что твоя судьба – вечное поражение. Ваши враги, те, кто притворяется вашими друзьями,
сделают все, чтобы подавить вас, потому что им не хватает смелости встать и сражаться. Но я пришел, чтобы дать тебе жизнь, чтобы ты мог посмотреть и взять меня за руку. Я хочу привить вам изобилие радости и неукротимый дух. Я понимаю ваши проблемы. Иногда вам кажется, что нет смысла продолжать идти дальше. Проще просто сдаться, когда вы терпите неудачу, и сидеть и ждать конца. Но я люблю тебя. У меня сильные намерения в отношении вас и вашей семьи. Не отказывайтесь от своих благословений. Не возвращайтесь на территорию отчаяния. Это не мой план на тебя. Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком и сверхъестественную силу. Не полагайтесь на свои чувства или слова людей. И если сегодня ты столкнешься с неприятностями и презрением, слушай, я люблю тебя. И если ты вдруг попадешь в трудную ситуацию, это не значит, что я тебя разлюбил. Я пишу эти слова в твоем сердце, и ты будешь помнить их каждый день, как бы ни выглядело твое лицо. Что бы ни случилось, с каждой минутой я люблю тебя все больше и больше. Не позволяйте этим эмоциям взять над вами верх. Не позволяйте одиночеству поймать вас в ловушку, заставляя вас думать, что вы одиноки в этой жизни, что никто не заботится о вас и не жалеет вас. И кто я? Я с вами честен, я не фанат. Каждое из этих слов несет в себе любовь, которая исцеляет ваше сердце. Что я значу для тебя? Скажи мне, я хочу услышать. Если я не твой друг или ты предпочитаешь, чтобы я ушел и оставил тебя в покое, будь храбрым и скажи мне об этом сейчас. Но что бы ты ни думал, я не уйду. Даже если ты решишь выгнать меня из своей жизни, я все равно буду здесь. Я протягиваю руки, даже если ты поворачиваешься в другую сторону. Даже если ты отвергнешь меня, я обещаю тебе, что я не такой, как другие. Я действительно тебя люблю, я не оставлю тебя, моя верность вечна и нерушима, моя любовь к тебе никогда не меняется. И хотя сегодня ты можешь сказать, что мне пора идти, я останусь здесь и буду напоминать тебе об этой настоящей любви каждый день, пока ты не почувствуешь ее в глубине своего существа. И я знаю, что ты чувствуешь это прямо сейчас. Приди, позволь мне обнять тебя божественной любовью и помочь тебе преодолеть эту ситуацию, через которую ты проходишь. Я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы помочь тебе. Поймайте его, и вы почувствуете покой. Пришел конец твоей печали. Когда вы передаете свое будущее и свои проекты в мои руки, открывается небесная вера. Я посылаю легионы ангелов сопровождать тебя. Ваши трудности будут преодолены не вашей силой или мудростью, а моим духом и силой. Вы одержите победу в любом испытании, ибо я благословляю и люблю тех, кто осмелится поверить. Избавьтесь от своей печали, сомнений и страхов. Иди смело, ибо я твердо буду следовать за тобой. Отпустите страхи, пустые эмоции и чувства безнадежности. Не поддавайтесь обиде или гневу, не позволяйте ненависти, зависти или непрощению поработить вас. Я обновляю твое сердце, время кризиса подходит к концу, и вскоре наступит новая эра высокого и святого благословения. Я дарю тебе настоящую любовь, способную вернуть твою печаль и наполнить тебя счастьем в тот момент, когда ты меня слушаешь. Вместе мы вступаем на путь полной трансформации в вашей жизни. Вы будете лучом света для своей семьи и примером для окружающих.
Встаньте и вступите в бой, потому что победа уже обеспечена. Доверьте мне свою печаль и разочарование, отдайте свое желание сдаться в мои руки. Положи к моим ногам мысли, которые говорят тебе, что ты недостоин. Я очень хочу, чтобы ты испытал настоящую любовь, понял, что есть кто-то, кто любит тебя искренне и преданно, любовь, которой ты никогда раньше не знал. Продолжай молиться, я хочу, чтобы ты был здесь со мной, под защитой моей святой мантии. Даже если ты захочешь уйти, и даже если враг попытается забрать тебя из моих рук, я не отпущу тебя. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Сегодня моя любовь и сила поддерживают и воодушевляют тебя. Я не оставлю тебя и не покину тебя. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Я люблю тебя нерушимой и вечной любовью. Не сомневайся в моей любви, подтвердите свою веру. Будьте смелыми, сражайтесь в битвах без страха. Не пугайтесь никаких угроз, не позволяйте пессимизму других нарушить ваш покой. Те, кто не верит моим обещаниям, бесцельно скитаются и тщетно ищут счастья. Но у вас есть смелость отвергать негативные мнения. Никогда больше не принимайте слов поражения или презрения. Найдите компанию тех, кто ценит и укрепляет вас, кто не хочет контролировать вашу жизнь или вторгаться в ваше пространство. Не позволяйте врагу поработить вас. Окружите себя теми, кто уважает вас и не оскорбляет других. Благослови тех, кто искренне ободряет тебя. Узы веры между тобой и мной. Я хочу поговорить с тобой, раскрыть тебе свои планы и цели. Если хочешь узнать меня больше, подойди поближе, я здесь жду тебя каждое утро. Дай мне мгновение в ночной тишине, когда другие спят, приносите свои просьбы и внимательно слушайте слова, которые я шепчу вам изо дня в день. Сохраняйте веру, потому что я отвечу разными способами, как вам, так и вашей семье. Позвони мне, и я отвечу тебе. Я открою великое и чудесное во снах и видениях. Я расскажу тебе свои планы, я поднимаю вас на уровень, на котором вы станете свидетелем сверхъестественных чудес. Примите и поделитесь этими словами с верой, и я приблизю вас к великим благословениям. Я хочу обильно благословить вас, я погружаю тебя в реку своего духа. Этими словами я раскрываю вам степень своей любви. С этого момента вы чувствуете возрождение, ваши молитвы и хвала достигают небес. Со своего престола я посылаю благословения, которые восстанавливают вашу радость и исцеляют ваше внутреннее существо. Никогда не сомневайся в моей любви, подтвердите свою веру. Будьте смелыми, сражайтесь в битвах без страха. Не позволяйте пессимизму других нарушать ваш покой. Те, кто не верит моим обещаниям, бесцельно скитаются и тщетно ищут счастья. Но у вас хватило смелости отвергнуть негативное мнение окружающих и остаться твердым в своей вере в меня, несмотря на всю абсурдность. Поэтому я обещаю тебе, что никогда не оставлю тебя. Я никогда не оставлю тебя. Я защищу тебя от твоих врагов. Я забочусь о вашем эмоциональном благополучии. Я хочу, чтобы твой разум питался моим святым словом, чтобы все твои планы и мечты соответствовали моей воле. Не позволяйте на себя влиять давлению других, не принимайте поспешных решений, чтобы угодить другим. Будьте терпеливы и ищите моего руководства в молитве, я покажу вам путь, ведущий к успеху.
Отбросьте мысли о неудаче, помни, что я люблю тебя и что ты под моей опекой. Благодаря моей глубокой любви к тебе, ты выиграешь все. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя настолько любимыми и защищенными, что могли смело и бесстрашно противостоять своим страхам и вызовам. Ищите в моем слове обещания, которые направят ваши шаги и осветят ваш путь. Вам не обязательно быть слепым. Я приказываю тебе остаться и обнять тебя своей любовью. Я вижу в ней смелость и способность совершать великие подвиги, возрастать в мудрости, преодолевать препятствия, преодолевать невзгоды и побеждать гигантов. Скажи мне, что еще тебе нужно. Я слышу и хочу, чтобы моя воля проявилась в твоей жизни, чтобы моя сила проявилась сверхъестественным и видимым образом. Пусть окружающие признают мою реальность. Еще до сотворения мира я избрал тебя получателем и хранителем даров, которые я дал тебе. Он радостно комментирует: «Я избран Богом». Сочетая эти истины, история представляет путь просвещенной веры и глубокой связи с Божественным в тоне, который достигает сердца и оживляет дух. Он передает послание полного доверия к бесконечной щедрости Бога в повседневных чудесах и обещанию светлого будущего. Вас тронула энергия, протекающая через это видео. Давайте умножать вместе. Ставьте лайк и делитесь, распространяйте свет, куда бы вы ни пошли. Следуйте за нами в этом путешествии, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы не пропустить благословенные моменты. Приготовьтесь стать лидером, который выдержит испытание временем, воином, увенчанным триумфом. Вы будете смело противостоять всем трудностям, заставите замолчать львов, преодолеете опасные препятствия и добьетесь успеха на всех уровнях. Это отражение в зеркале представляет именно того человека, о котором я говорю. Хотя сейчас это может показаться далеким, поверьте этой картине. Уверенно провозглашайте: «Я размышляю в Боге». В необычайном царстве, в котором мы живем, вера является важнейшим звеном победы. Если сегодня вы не чувствуете себя успешным, превратите это чувство в постоянное состояние радости, удовлетворения и спокойствия. Вы никогда не почувствуете себя беспомощным. Господь заверяет вас в своем вечном товариществе. Он примет участие в битвах за вас и успокоит назревающие бури. Ваше существование будет живым свидетельством Его радости и мира. Он твердо заявляет: «Бог – мой вечный щит». В этот момент Бог превращает ваши потребности в силу, вашу неуверенность в стабильность, а ваши проблемы в благословенные возможности. Ваша нынешняя печаль не сравнится со счастьем, которому суждено расцвести. Я гарантирую вам, что никакой мусор в этом году вас не завалит. Бог услышит ваши молитвы и поддержит вас в преодолении трудностей, встающих на вашем пути. Обнадеживающий комментарий: «Я благословлен». Помимо трудностей, мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена дружбой, радостью и благополучием, а наши отношения крепли с каждым днем. Прежде чем этот месяц закончится, Бог обещает невероятный дар – дар полного исцеления, который приведет к полному выздоровлению от любой болезни или финансовых обязательств, которые могут вас отягощать. Он будет использовать ваши проблемы как рычаги, чтобы поднять вас и превратить каждое препятствие в благословение. Он с благодарностью пишет: «Божье исцеление – мой дар». Отнесись серьезно к этим словам, дорогой сын.
Бог принесет вам здоровье и выздоровление. С сегодняшнего дня оно восстановит твои силы и смягчит душу. Идти вперед по жизни так, как должно быть, устойчивы в слове Господа, верны Его любви и мужественны. Воспитывайте любовь к своей семье и постоянно питайте уверенность в светлом будущем, которое специально для вас приготовил Бог. Он заверяет вас в своем постоянном присутствии рядом с вами, неизменном и нерушимом. Будьте счастливы провозгласить: «Господь – мой постоянный спутник». Закройте глаза и глубоко вдохните посланное вам божественное дыхание. Если вы чувствуете желание уйти, не забудьте взять с собой покой и оставить свои заботы здесь. Даже в те моменты, когда вы сомневаетесь в своей ценности, Бог поддержит вашу любовь. Его решение неизменно, Он никогда вас не оставит. Даже если вы иногда устаете от Него, Он будет продолжать поддерживать вас, любить вас и заботиться о вас, полной решимости расти с каждым днем. Напишите с верой: «Бог любит меня безоговорочно во всех обстоятельствах, которые дает мне жизнь». Бог сдерживает свое вечное обещание, что Он никогда не оставит тебя. Он отвергает любую неопределенность, которая может вам угрожать, и успокаивает: никто не сможет отнять мир и счастье, которые вам были предназначены. Покойся с Богом и верь, что Он превратит каждую проблему в новое благословение. Он будет рядом с вами, чтобы помочь и поддержать вас. Улыбнитесь еще раз и не позволяйте страху поселиться в вашем сердце. У Него есть правильные слова, которые дадут вам энергию для преодоления и достижения успеха в любой ситуации, которая встретится вам на каждом этапе вашего пути. Оптимистично Он пишет: «С этой минуты мое сердце полно надежды и сил». Пусть эти слова станут подтверждением получения благ и привлечения финансового изобилия. Поддерживая тесный союз. Иисус, Ты раскрываешь самую драгоценную связь. Когда вас постигнет боль и разбитость, знайте, что Он здесь, готов принять вас и исцелить ваши недостатки. Доверьтесь восстановительной силе божественности, которая исцелит то, что сломано, и приведет к возрождению. Знай в своем сердце, что только Я, твой Бог, обладаю силой достичь невообразимого. Вы станете свидетелем захватывающего поворота, метаморфозы, созданной моими небесными руками. Понятно, моя дорогая, что все милости, которых ты жаждешь, будь то богатство, любовь, здоровье, крыша над головой или успех в карьере, уже доступны тебе. Возьмите их твердо, потому что они по праву ваши. С надеждой напишите: «Я требую своих благословений». Бог говорит вам: послание, которым я собираюсь поделиться с вами, теперь имеет силу изменить вашу жизнь. Это простые, но преобразующие истины, которые могут принести вам настоящее и продолжительное процветание.